Я должен прежде всего сказать, что мне очень понравился этот музей. Он очень современный, такой интерактивный и очень такой познавательный. Причем, в отличие от некоторых других музеев, здесь все выстроено такие логические цепочки. Значит, если возьмем, допустим, историю нашего российского государства, значит, по отдельным периодам, значит, по самые такие важные события выделены. Можно, в принципе, очень много узнать нового, хотя к истории у нас традиционно такой большой интерес, и многие люди прекрасно знают и историю России, и историю нашей республики, но все равно много таких деталей, тонкостей, которые позволяют, с одной стороны, более глубоко познать, а с другой стороны, возбуждать интерес прям к истории, к материалу. Мне кажется, тут, если походить, можно запросто сдавать любой экзамен, в том числе кандидатский минимум. Поэтому это замечательный музей, очень хорошо, что он у нас появился в Якутии. И я думаю, он сыграет огромную роль в том, что наша молодежь интересовалась своей историей. А почему нужна вообще история? Почему мы должны знать? Ну, есть такая, знаете, неоднократно высказана многими великими людьми мысль о том, что кто хозяин прошлого, тот хозяин будущего. И, иными словами, кто хорошо знает причинно-следственные связи, почему происходили те или иные события, то он может, во-первых, учитывать этот старый опыт и не повторять ошибок, а с другой стороны, тот может предсказать, в каком направлении будут развиваться события. Меня всегда интересовала, привлекала такая фигура, как князь Олег, Вещий Олег, или князь Святослав был. Значит, это все средние века, вернее, начало, значит, нашего государства. А в более поздние времена, конечно, Иван III, значит, он как-то незаслуженно в тени находится своих предшественников, там, Дмитрия Донского, или, значит, и других, или своих потомков, таких как Иван Грозный и так далее. А на самом деле это создатель нашего государства. При нем территория расширилась почти в 7 раз. И, собственно говоря, и возникло, значит, государство, которое потом стало одним из самых великих держав на планете. И вот такая созидательная деятельность. Не завоевательная, потому что расширение территории происходило путем колонизации. То есть не то, что завоевывали, а просто присоединяли земли по экономическим и другим причинам, взаимной выгоде людей, которые их населяли. Образовало централизованное государство, началось строительство городов, значит, кремлевских стен, например, там, и много чего другого. Значит, возводилась, что ли, русская православная церковь как оплот, что ли, государственности, духовности и так далее. Вот это такой интересный период времени, значит, который бы обычно мало уделяется внимания. Все больше события связаны с какими-то там войнами, значит, или трагедиями или победами, значит, все больше в фокусе у нас находится. А вот эта созидательная деятельность, она на самом деле очень важна. И вот этот дух созидания мы должны постоянно поддерживать сами в себе. Ну, а из таких вот, что ли, новейшей нашей истории, я прямо скажу, что моя оценка деятельности Иосифа Виссарионовича Сталина не совпадает с официальной линией. Я считаю, что он очень много сделал для развития нашего государства и для сохранения русского народа. А многие вещи, которые ему приписываются, они неверны. В частности, все, что написал Солженицын, это чистая ложь. Ложь. Хотя мы собираемся, значит, торжественно отмечать, значит, его столетний юбилей. А вот если мы вообще в образ мышления этого человека заглянем, то это поразительный, как бы пример такой ненависти к русскому народу, а мы его в героя возводим. Как это говорится, большое видится на расстоянии, так и еще, наверное, трудно сделать какую-то такую аналитику для того, чтобы дать оценки там, тем же самым 90-м годам и так далее. Потому что те процессы, которые тогда были начаты, они еще продолжаются, и они еще не завершены. Значит, еще не устоялась экономическая система, еще не устоялась и политическая система в нашей стране. Вот мы с вами говорили о том, что существуют очень большие недостатки в самом построении структуры нашей власти. Ее требуется демократизировать, сделать более гибкой, сделать более честной. И поэтому как бы этот процесс еще идет. Мы не можем, он не завершенный, мы не можем сказать,
к чему это в конечном итоге приведет, это, значит, узнают наши потомки. Так, на первый взгляд, то есть, если сделать такую, знаете, оперативную, что ли, оценку происходящему, то, конечно же, мне кажется, мы заблудились. Мы не туда пошли, значит, в 91 году. Значит, у нас было, хотя история не имеет слагательного наклонения, так говорят, но, тем не менее, выбор всегда есть. И все события, которые связаны с деятельностью человека, они ведь носят вероятностный характер, потому что очень много субъективного. Это не законы физики, не законы Ньютона, которые выполняются автоматически, а это плод сознательной деятельности человека, поэтому всегда есть выбор. И мы могли сделать другой выбор, типа превратить быстро нашу страну в одну из ведущих стран мира, тем более все предпосылки для этого не было, были, вернее. Это неправда ведь, когда говорят, что Советский Союз там был отсталым и так далее, ничего подобного. Это было одно из самых развитых государств мира. И даже мы, когда сейчас часто говорим, что тогда люди жили бедно, 20 место примерно мы занимали по уровню жизни в мире, а сейчас, значит, во второй сотне находимся. Поэтому так оперативно можно сказать, что много сделано неверного, много сделано ошибок, и нам надо исправлять их. Мы могли бы быть совсем другим государством.